Доброе утро. Начнем, пожалуйста. Доброе утро. За прошедшую неделю в городе Якутске произошло 22 пожара. К сожалению, при прошедших пожарах один погибший, 3 пострадавших. Один пожар по рангу номер 2, это автобаза Учур, значит, тушение гаража было. Так, на прошлой неделе занимались обеспечением пожарной безопасности на Крещенской купели, а также занимались тушением полигона. Работаем в штатном режиме, доклад закончен. Спасибо, пожалуйста. Доброе утро. За прошедшую неделю инспекторским составом проведено 15 проверок, из них 1 плановая и 14 неплановых. Составлено 2 административных протокола по статье 20.4, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях на гражданина и по статье 19.5, часть 12 невыполнение в срок законного предписания. Также проведено 2 обследования жилых домов. Проводятся противопожарные инструктажи по двухэтажным жилым деревянным многоквартирным жилым домам. Всего за неделю проведено 16 жилых домов, проинструктировано 127 граждан. Все. Спасибо. Доброе утро, уважаемые члены совещания. За неделю в городе Якутске всего зарегистрировано 20 преступлений, из них раскрыто 16. Тяжкие, особо тяжкие 12, раскрыто 9. Из числа ранее совершенного преступления раскрыто 30. Это 2 тяжких вреда здоровью, 2 грабежа, 14 краж, 2 мошенничества и 10 прочих преступлений. Установлено лиц, совершивших преступления, 47. Из них ранее судимыми 12, женщинами 6 и 5 преступлений несовершеннолетними. Объявлено в розыск преступников 4, из ранее объявленных также установлено 4. Поступило сообщение без пропавших 3, в том числе несовершеннолетних 1. Установлено без пропавших 8, один из которых был объявлен в течение недели. Несовершеннолетних установлено 3. На сегодняшний день остается ненайденным 1 несовершеннолетний, состоит на учете в ПДН 2-го городского отдела, ранее неоднократно уходил. Обнаружено трупов без видимых признаков насильственной смерти 2, суицидов 1. По безопасному городу выявлено 6 фактов совершения административных правонарушений, раскрыто 4 преступления. За неделю отделами и подразделениями всего составлено административных протоколов 1730. Специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 35 человек. На 19 января всего содержится 33. Изолятор временного содержания на неделю задержано 11 человек, арестовано 7, освобождено 1. Также за неделю, то есть на выходные, проводились рейдовые мероприятия по развлекательным заведениям. Продолжается проведение операции «Быт». Также за неделю было проведено на территории города Якутска 3 массовых мероприятия, 2 из которых спортивных и 1 религиозное, в которых приняло участие 7177 человек. На охрану общественного порядка было задействовано 103 сотрудника полиции, 10 сотрудников ОМОН. ДНД 40 человек. Также доклад закончил. Доброе утро. Оперативная обстановка на обслуживании объектов транспортного комплекса Якутского гарнизона оставалась стабильной и находилась под постоянным контролем службы управления. За отчетный период книга учета сообщений преступлений зарегистрировано 10 материалов. Из них о преступлениях 8, все они раскрыты. Выявлено административное правонарушение 93, за нарушение правил поведения на транспорте 7, за нарушение миграционного законодательства 8. С помощью видеокамер наружного наблюдения выявлено 12 административных правонарушений, наложено административных штрафов на сумму 32 тысячи. По докладу все. Доброе утро, уважаемые участники совещания. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия. Из них 7 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых ранения получили 10 человек. По видам ДТП 3 столкновения, 1 падение пассажира, 3 наезда на пешехода.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий выявлено 1335 правонарушений. Из них в отношении нетрезвых водителей 29 составлено. В спецстоянку доставлено автомашин 31. По выявленным недостаткам улично-дорожной сети выдано 8 предписаний. По линии технического надзора к административной ответственности привлечено 10 должностных и 1 юридическое лицо. Доклад окончен. Доброе утро. На прошедшей неделе госинспекторами Якутского комитета проведено 90 проверок. Наложено 3 административных штрафа на сумму 1500 рублей. Выдано 6 предупреждений субъектам малого и среднего предпринимательства. Также выдано субъектам малого и среднего предпринимательства 80 предостережений в части ненарушения, недопущения нарушений природоохранного законодательства по изменениям в законодательстве. Продолжается работа в округах. Все. Доброе утро. Общее количество заболевших в городе Якутске корью составило 73 человека, в том числе 53 взрослых и 20 детей в городе Якутске. Рост за неделю 2 больных. Отмечается стабилизация ситуации. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. В городе Якутске за 2-ю неделю показатель заболеваемости на 10 тысяч населения на 33,5% ниже недельного эпидемического порога и выше показатель предыдущей недели на 3%. За 4 дня прошлой недели в городе Якутске показатель заболеваемости на 10 тысяч населения ниже эпидемического порога на 41% и выше показателя 4 дней предыдущей недели на 34,5%. За прошлую неделю управлением Роспотребнадзора рассмотрено 17 дел об административном правонарушении в отношении 4 граждан, 8 должностных лиц, 2 индивидуальных предпринимателей, 3 юридических лиц. Назначено 5 предупреждений и наложен административный штраф на общую сумму 110 100 рублей. 18 и 19 января 2020 года по факту возгорания полигона города Якутска по 2 раза в день проводился лабораторный мониторинг на содержание химических веществ. По результатам проведенных замеров атмосферного воздуха на территории города Якутска превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не установлено. Однако 18 января выявлено превышение концентрации сажи углерода на территории полигона. Подчеркиваем, что замеры проведены после того, как прошло основное загрязнение. Доклад окончен. Так, спасибо. Административная комиссия, пожалуйста. Доброе утро. На прошлой неделе составили протоколы автодорожного округ 3, промышленный округ 12, СССРский 4 и административная комиссия 8. Всего составлено 27 протоколов, всего за год 95, аналогичный период прошлого года 21. Из составленных протоколов по 3.5, то есть по нарушению тишины и покоя граждан 14, по 6.9, то есть по размещению временных торговых объектов 1, по 6.25, то есть по уборке территории 11, и по 9.10, то есть по выезду на лед 1. По предписаниям автодорожный округ 2, Губинский 6, Сайсарский 11, Строительный 6, Кангаласы 3, Марха 7, Маган 2, Тологин-Кальдямский 3, и к нам присоединился Сирик. Наверное, заметили, что в центре города намного стало меньше щитков рекламных. Это работа Сирика и, конечно, Центрального округа. Они составили 28 предписаний, из них исполнено 16 всего. За неделю вынесены предписания 68, из них в отношении управляющих компаний 14, всего 80 и в работе 37. У меня все. Спасибо. Управление муниципального контроля. Доброе утро. За отчетную неделю Управления муниципального контроля поступило 83 обращения граждан юридических лиц. Больше всего, как обычно, с Департамента имущества земельных отношений и со структур окружной администрации. Направлено ответов 119, также в ДИЗО 145 и суммарно структура окружной администрации 97. По актам обследования составлено 73 акта обследования.
Из них выявлено самовольное занятие земельных участков 10, нецелевое использование 2, без нарушений 63. По регламенту 45 составлено актов, из них нецелевое 1 и самовольное занятие земельного участка 3 акта составлено. По проверкам. Слайд проверок включите, пожалуйста. Спасибо. По проверкам. Всего с начала года проведено проверок 5. По 7.1 это самовольное занятие земельных участков 3. По статье 8.8 нецелевое использование обнаружено 2. Из них 1 плановая. В том числе 1 прошла вне плана в отношении юридического лица. По Росреестру. В работе находится 4, которые мы передали за отчетную неделю. Из прошлого года 11 материалов. Ну, кратко у меня все. Ясно, спасибо. Так, департамент ЖКХ. Добрый день, уважаемые коллеги. За неделю по оказанию муниципальной услуги по выдаче ордеров на земляные работы 15 штук. Так, осуществлены выезды по выдаче разрешения по вырубке деревьев. По мониторингу отходов по состоянию на 17 января заключено 1724 договора на обращение с отходами с ООО «Якутск Экосети», 1560 юридических, в том числе 1560 юридических лиц, 117 УК и ТСЖ, 47 физических лиц. По регулированию безнадзорных животных отловлено всего 42 безнадзорных собак. Из них по округам Автодорожный 9, Губинский 2, Октябрьский 7, Промышленный 5, Сайсарский 3, Строительный 11, Марха 5. По остальным информации нет. Так, коротко так. Так, главы округов, пригородов, заявки все исполнены на отлов безнадзорных животных? Так, после планерки тогда мне отпишитесь, значит, у кого сколько еще там бродячих есть, и совместно с жилкомсервисом порешаем. Так, у меня к вам, Дина Олеговна, просьба. Значит, у нас все-таки не уменьшается количество плановых отключений. За прошлую неделю у нас получается 10 аварийных отключений электроэнергии, 20 плановых. Несмотря на то, что мы ресурсникам неоднократно говорили, что предупреждение о плановых отключениях должно быть не менее чем за 10 суток, значит, плановое отключение происходит практически день в день. Первое. Второе. Значит, нам необходимо отрегулировать, значит, в части контроля за поступлением заявок. На сегодняшний день у нас контроль осуществляется крайне слабо. Все заявки, которые поступают в ИДДС, они, по сути, там просто висят. Контрольные функции вроде как должны быть за отделом контроля службы эксплуатации городского хозяйства, но ими тоже не осуществляется. Поэтому, пожалуйста, все вместе сядьте, посмотрите, кто должен осуществлять контроль, чтобы эти заявки своевременно снимались. Ну, мало того, что у нас не все заявки поступают в ИДДС в принципе. И здесь вот в части обязанности управляющих компаний оповещать ЕДДС и ресурсников также надо будет посмотреть, хорошо? Хорошо. Ну, по безнадзорным животным там, в принципе, мы в юридической плоскости двигаемся. Верховный суд, исковое заявление нами подано. Значит, на сегодняшний день изменения в законодательство республики готовятся. Расчеты они мне представили, я их вам направила в пятницу. Но там тоже все не идеально. Не идеально, не рассчитали толком заработную плату департамент ветеринарии, о чем я им также сказала. Значит, заработная плата ловцов животных и ветеринаров, она у них посчитана как одинаковая. Значит, содержание пожизненное собак предусмотрено только на 250 дней. Кроме всего прочего, значит, не рассмотрены, значит, в части спецтранспорта, который обязательно должен быть, горюче-смазочных материалов на содержание транспорта и так далее. Этого ничего в расчетах, как обычно, нет. Поэтому здесь надо будет с ними работать дальше. Выйдите на них, пожалуйста. Принято. Спасибо, садитесь. Так, департамент предпринимательства, Светлана Николаевна. Доброе утро. По исполнению графиков 92% по отделу транспорта проводится работа по размещению извещения по отбору перевозчиков, заключению соглашений с перевозчиками,
Организован маршрут Преображенская церковь Купель. Продукты предоставлены для организации горячего питания. В целом по департаменту проведены еще дополнительно, значит, проверки нестационарного торгового объекта во дворе по улице Лермонтова, 90/1. Выявлена продажа контрафактной алкогольной продукции, изъято 132 бутылки. 15 января выявлена продажа алкогольной продукции на вынос в объекте пивной по Каландрашвили 40/2. Работа продолжается. На этой неделе у нас будет организация совещания по работе с развлекательными заведениями. Так, мы ее когда ставим? На среду, да? На 22-е в 11 часов. Это среда? Мгм. Значит, оповещение полное, все придут. Повестку я смотрела. Сегодня начнем все оповещение. Да, обязательно, потому что у нас, к большому нашему сожалению, увеличилось количество несчастных случаев, которые происходят в ночных развлекательных заведениях. Нам надо все-таки там немножко подрегулировать. И дальше, значит, нам необходимо внести изменения в постановление наше 316-П об определении границ от объектов на прилегающих территориях, к которым запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Перечень у нас с вами не полный, там всего 137 объектов на сегодняшний день, хотя таковых объектов на территории города Якутска, конечно, гораздо больше. Не включены спортивные учреждения, спортивные объекты, а также объекты повышенной опасности. Значит, у нас паспортизацию объектов повышенной опасности и мест массового скопления мы этим летом прошли, поэтому Юрий Ильич Петров, значит, совместно с ним этот список надо будет пополнить. Медицинские учреждения у нас также не все. И почему-то я не вижу там, Наталья Романовна, в перечне общеобразовательных школ. Там 2-3 школы я увидела, есть только, значит, при этом включены учреждения дополнительного образования, которых там не должно быть. А школ нет. Садики есть, частные садики есть, школ не вижу. Из спортивных объектов у нас там пара штук ГЮСШ и все. Поэтому список надо дополнять, увеличивать. Ну и по расстоянию заодно тоже посмотрите. Я не понимаю, почему к разным объектам у нас разные расстояния. До объектов образования 65 метров, например, да, а до медицинских 200. Ну да, 316. 100 метров. Ну до 200 метров у вас там доходит, посмотрите. До образовательных учреждений 200. Ну, в общем, надо, я думаю, что одинаковые критерии применить ко всем. Я могу ошибаться, но мне кажется, главы округов и пригородов, поправьте меня, но чем одно отличается от другого? Почему до одного 65, до другого там 100? Это объекты общественного питания и от объектов торговли. Но при этом мы все должны понимать, конечно, когда мы говорим об ограничении продажи алкогольной продукции, к сожалению, пивная продукция под это определение не подпадает, поэтому сейчас на данном этапе мы пока не говорим про лжекафе. Но у нас появились еще новые объекты на 203-м микрорайоне, например, их же тоже надо учитывать. Их в списке нет. Тем не менее, вот жители 203-го микрорайона нам сигнализируют о том, что у них открывается там, значит, еще одна точка продажи алкоголя. Надо посмотреть расстояние до новых детских садов, которые там есть, там, по-моему, меньше 65, не могут они там открываться. Пока предприниматели не понесли расходы, вам надо их сразу оповестить, что они будут включены в перечень, чтобы даже не вздумали туда ничего завозить. Хорошо. Спасибо. Так, пожалуйста, микрорайон Кангаласы. Виктория Ивановна. Добрый день. Неделя прошла в штатном режиме. Объект ЖКХ работает в норме, санитарное состояние удовлетворительно. За неделю вывезено 75 метров кубических ТКО, с начала года 194. В адресе ДТС поступило 7 заявок, 2 отработано, 5 в работе. Это отлов животных и качество ГВС. Дворники продолжают подбор сухого мусора, собрано за неделю 8 мешков. Также каждый день ежедневно проводят очистку лестниц и тротуаров от снега. 15 января у нас произошла авария на трассе системы ХГВС, это улица Комсомольская. Было отключение воды по улице Молодежной и Комсомольской на 2 часа. МУП ТСК аварию ликвидировал. Провели очистку внутри поселковой свалки, также провели рейд по семьям, где проживают у нас дети-инвалиды, посетили 8 квартир.
Заполнили план закупок, размещен. Продолжаем работу по составлению годового отчета. Также продолжаем работу в программе ГИС ЖКХ по размещению информации по МКД. Кратко все. Спасибо. Так, Маган Михаил Михайлович Юмаев, пожалуйста. Доброе утро. По ЕДДС «Уанклик» у нас заявок не поступало за неделю. По санитарному состоянию тоже удовлетворительно. Проводим контроль по температурному режиму. Также у нас проведены совещания с руководителями предприятий по планам на 2020 год. По программе поддержки местных инициатив мы тоже заявку подали. У нас реконструкция стадиона, второй этап. Тоже надеемся, что пройдем. По погорельцам у нас мы направили в ГИЗО письмо по поводу перевода здания, помещения библиотеки в жилое помещение. Вот тоже просим, чтобы ускорили вопрос, чтобы мы перевели потом в маневренный фонд. Тоже жители у нас ждут, пока не расселенные. Это вообще возможно, да? Да, в принципе. Жанна Викторовна. Комиссионный вопрос будет рассматриваться. Ну, письмо перенаправлено в ДЖО. Сейчас ДЖО занимается, мы сейчас на контроле ДЖО держим. занимается. Так, просьба Департамент жилищных отношений, если необходимо, и ДИЗО тоже, ускорите рассмотрение данного вопроса. Если это возможно, то решение принимайте быстрее, потому что вы помните, сколько у нас там семей погорельцев сейчас? 8 Они физически где? Сейчас у родственников размещены, кто-то на съемных квартирах. Ну и в городе предлагали, но они отказались. Там такой маневренный фонд печальный. Ну, безусловно, если у людей вся жизнь связана с Маганом, им ездить из города, работать в Маган. Там и дети у нас учатся. Конечно, да, и школы, и детские садики. Поэтому просьба по-человечески эту ситуацию понять и как можно быстрее решить этот вопрос. Спасибо. Так, Николай Анатольевич Ксенофонтов. Доброе утро. Значит, неделя прошла в штатном режиме. Состояние санитарное у нас удовлетворительное. В настоящее время ведется работа у нас по формированию пакета документов на конкурс по выбору управляющей компании. Также ведутся работы по подготовке и согласованию смет на текущее содержание и ремонт дорог по благоустройству. Острой проблемой сейчас у нас являются собаки бродячие. Наверное, слышали. У нас сейчас на данный момент 11 заявок, по-моему, висит по ЕДДС. А также поступают заявки к нам в приемную по собакам. То есть очень много стало. Ну и лошади бродячие опять. Так, ну по лошадям управление сельского хозяйства вы сообщаете сразу, да? Да, мы сразу сообщаем. По полномочий по лошадям-то нам так и не передавали. На сегодняшний день чисто юридически у нас полномочий и по собакам нет. Мы просто это делаем в силу того, что наша задача защищать жителей города Якутска, и поэтому мы на автомате эти полномочия, которых у нас нет, мы исполняем. И причем, значит, из республики денежные средства до нас еще не доведены, поэтому город это сейчас делает за счет собственных средств. Ну правильно, продолжать работать надо, люди-то наши, невзирая на то, что там есть у нас сейчас разногласия определенные, юридические, финансовые. Работу мы продолжаем. Вместе с тем, значит, просьба, значит, Жилкомсервис, Валерия Сергеевна, здесь вы? Да, пожалуйста, все эти заявки лично еще проверьте, посмотрите, надо усилять работу, потому что потеплело немножко, ну и сейчас к весне еще ситуация будет ухудшаться, конечно. Вы видите, уже по Российской Федерации пошли трагические случаи с нападением животных. Город Якутск, к сожалению, в решении этой проблемы или в нерешении этой проблемы он не одинок. Такая ситуация по всей Российской Федерации в связи с введением действия нового федерального закона. Но, тем не менее, жителей своих мы должны оберегать. Спасибо. Так, Пригородный, Иван Владимирович Шелотек. Доброе утро. Объекты ЖКХ, находящиеся на территории, работают в штатном режиме. Заявки ДДС и через портал «Анклик» отсутствуют. Санитарное состояние территории в целом удовлетворительное. Наши дворники работают в плановом режиме. Но хочу отметить, что в последнее время отмечается увеличение числа безнадзорных животных на территории. Кроме того, у нас начинается сезон добычи речного песка, в связи с чем традиционно в районе протоки отмечается увеличение несанкционированных свалок. Ну, то есть эти машины, которые едут в карьер, туда едут за песком, а на обратном пути скидывают несанкционированный мусор. Ну, по данным фактам мы на этой неделе, конечно, будем рейды проводить и соберем наших недропользователей. Но с этим вопросом сложно на самом деле. Также, Сардана Владимировна, у нас есть просьба, у нас соты
который находится вблизи нашей территории, да, но там в то же время некоторые люди живут круглогодично, дорога дальняя, зимой заметает, ну и вот на этой неделе, в выходные, уже обращения от них поступали по поводу того, что они не могут проехать к своим домам. Там, где Так, ну у нас, это которая сторона, правая сторона или левая сторона Покровского. Левая сторона. Ваша сторона, Да, левая? наша. Так, ну у нас еще правая сторона, она же никому не определена. Поэтому по правой стороне Максиму Макаровичу надо будет решить, к какому округу ее прирезать, по количеству надо посмотреть. Вероятно, пригородные или там, я не знаю, с автодорожным они периодически. Та сторона, которая ничья по сей момент. Так, хорошо, понятно. Так, Виктория Константиновна Полонычка-Табага. Доброе утро. Предприятие жизнеобеспечения работает в штатном режиме. Отключение было со стороны Якутскэнерго по Старой Табаге менее чем на 2 часа. Проводились плановые работы. Санитарное состояние удовлетворительное, мусор вывозится регулярно. На прошедшей неделе рекоператором заменены баки по 3 адресам. В ЕДДС жалоб не поступало. На Ванклике 1 заявка находится в работе. Заявка по замене септика, жилкомсервис, многоквартирный дом. Гарантийное письмо было написано жилкомсервисом в прошлом году о том, что работы будут проведены в феврале месяце 2020 года. Составлены и опубликованы планы графики. Продолжается работа по оформлению заявок для участия в ППМИ. 2 заявки подаются от Табаги. В Старой Табаге это спортивная игровая площадка и по новой облицовка и утепление фасада детского садика. Открытыми вопросами у нас остаются это перевод земель, поданы заявки в архитектурные изменения ПЗЗ по Береговой улице, где планируется отключение жилых домов от сетей колонии. И по кладбищу на горе, оно у нас не оформлено на сегодняшний день, а заявку сформировать не могут, так как надо изменить назначение земель. Также нами ведется соцопрос о потребности наличия бани в селе Табага. Опрошено около 100 людей на сегодняшний день. Все они за то, чтобы баня была и готовы ее посещать. Также открытой проблемой остается обслуживание сетей канализации. На сегодняшний день решена проблема обогрева сетей. И по аварийной службе хотелось бы, конечно, чтобы более оперативно реагировали на заявки. И сегодня у нас состоится отчет окружной администрации в 6 часов вечера в музыкальной школе. Кратко все. Так, по остановке так ничего и не решили, там она и так и находится. По остановке в конце прошлого года в Министерстве предпринимательства и туризма было совещание. Предлагают все-таки рассмотреть вариант продления до парковки Северной Мозаики. И мы пригласили комиссию на среду на этой неделе, выездную, для рассмотрения этого вопроса. Также мы там будем рассматривать службу госзаказчика, пригласили по дороге, да, которая у нас спорной является. Строила служба госзаказчика, не соответствует стандартам, и город не принимает, республика тоже ее не обслуживает. В общем-то, у нас будем рассматривать, решать, не знаю. Но если она не соответствует стандартам, мы ее принять не можем. Я согласна, да. Потому что сейчас у нас на сегодняшний день большая проблема с теми 40 объектами, которые ранее были переданы городу Якутску, и они также не соответствуют. Актирование вы провели, так, Евгений Николаевич, я понимаю? Значит, акты сейчас передаются от главстроя в СГХ. Значит, этот процесс проконтролируйте, потому что тоже, там и недостроенные объекты у нас есть, и несоответствующие есть, и те, которые уже приходят частично в негодность. Поэтому большая проблема, я вас поддерживаю в плане того, что, Виктория Константиновна, дорога, которая не соответствует стандартам, городом Якутском приниматься не будет. Либо же, соответственно, с определенными лимитами и финансированием на доведение ее до ума. Тем не менее, люди мучаются, они постоянно пишут и вам, и мне о том, что и съезды надо чистить и так далее. Поэтому здесь, конечно, по градированию надо более на такой контроль взять. И у нас, значит, если, в общем-то, будет принято решение, что автобус сможет ездить, да, до парковки, тогда отсыпка у нас будет менее затратной, да, там, где мы будем делать в конце поселка остановку. Если нет, то придется делать разворотную площадку там. Смотрите, я особых-то проблем не вижу, чтобы там сделать конечную, но, как обычно, дьявол кроется в мелочах, что-то в результате обследования опять выяснится неподходящее. Ясно, ладно, оперативно доложите мне. Так, Тулагина Кильдямца, Елена Леонидовна Сиделкова, пожалуйста. Доброе утро. Объекты
ЖКХ и социальной сфере работает у нас в штатном режиме. Прошлой неделе у нас МУП и ТСК были проведены ремонтные работы котельной радиоцентр по устранению некачественной поставки горячего водоснабжения по улице связистов. Работы проведены своевременно, температурный режим восстановлен. Контроль за санитарным состоянием территории у нас ведется постоянно. Дворниками ежедневно проводится подбор наносного мусора. Также у нас проводится, на той неделе был отлов собак проведен, 7 голов отловили. Работа по отражению прилегающих территорий объектов геоинформационной системы НГО по исполнению протокола. У нас 1583 земельных участков уже отражены. Далее в наследии проведено ежедневное планерное совещание руководителей, совещание по изданию книги администрации, посвященной 90-летию образования, рабочая встреча с ИП Павловым по изготовлению проекта как раз касаемого 90-летию эскиз статуэтки. Также подготовлены 2 заявки на ППМИ. Рабочая встреча по проекту «Якутское село», прием граждан Никифорова по земельному вопросу касаемо по организации пляжа. Так как у нас пляж не санкционирован, и летом ежегодно у нас приезжают население города, поэтому мы хотим как-то обустроить свой пляж, если это будет, конечно, возможно. Ежегодный у нас турнир на этой неделе проходил по шахматам среди мужчин. Ну, в целом, кратко все. А также по благоустройству у нас ведется расчистка внутриквартальных дорог и как бы содержание текущего уличного освещения сейчас проводим. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. Объекты жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме. По ЕД заявок у нас нет. Санитарное состояние удовлетворительное. По собакам также есть у нас заявки. Жилкомсервис мы направляли. И на этой неделе у нас поступили обращения граждан по вывозу грейдированного снега по маршруту следования автобуса. Мы заявку также направили с ИГХ. Ну, в целом мы работаем согласно плана. Хорошо. Хорошо, ладно, спасибо. Так, Наталья Романовна, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Ну, во-первых, по созданию дополнительных мест по запросу Галины Иннокентьевны Данчиковой направили ответ по Гагаринскому округу. Это пристрой СОЖ номер 30 на 500 мест, запланировано на 23-25 годы. Школа на 500 мест в районе Новопортовской тоже на 25 год. И детский сад на 240 мест на 20-21 годы. Но этот вопрос следует нам уточнить еще. И, соответственно, к этому же вопросу завтра совместно с Министерством образования, с Управлением образования выезжаем на осмотр объекта бывшего здания Метелицы. Это рядом с первой школой в центре города. Так, по КОРе в пятницу провели оперативное совещание межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии. Протокол с дополнениями сегодня будет утвержден и направлен. В этой связи хочу обратиться к главам управ. Поступал запрос Роспотребнадзора об информировании и предоставлении информации Роспотребнадзору по всем предприятиям, которые расположены по округам, по количеству людей, которые прошли вакцинацию. Роспотребнадзор совместно с Управлением здравоохранения провели проверку в 8 объектах образования. К сожалению, на сегодняшний день есть у нас разночтение по количеству и детей, и взрослого населения, которые получили вакцинацию. Когда выходят непосредственно на образовательные организации, то фактическое дело получается совершенно иным, нежели по тем отчетам и здравоохранения учреждений, и управления образования. Поэтому я попрошу это взять на особый контроль. Так, дальше. 25-го в эту субботу стартует
первый этап приема и зачисления детей в первые классы. Все дополнительные офисы МФЦ «Мои документы» будут задействованы. Туда будут направлены сотрудники управления образования с тем, чтобы консультировать граждан, которые будут подходить с целью подачи заявления. Так, по 17-й школе и техническому лицею в субботу я выезжала и в одно и в другое образовательное учреждение. Это, наверное, в рабочем порядке, Светлана Владимировна. Так, проект о создании комиссии по уточнению списка репрессированных граждан 20-е и 50-е годы 20 века на территории городского округа города Якутск, он запущен, практически уже согласован всеми. Так, на этой неделе ДЖКХ должны запустить, но мы вместе заседали, порядок проведения мероприятий по приспособлению жилых помещений, инвалидов и общего имущества многоквартирных домов на территории городского округа город Якутск. И мы должны просмотреть и обновить тот реестр заявок, который к нам ранее поступало. И вот ваше поручение тоже на контроле. Так, ну, завершили работу комиссии по народному бюджету, по образованию, спорту, культуре. Всего из 48 поступивших заявок утвердили 4 заявки. Рекомендации Общественного совета города Якутска в части коммерческих организаций, которые иногда принимают участие, они приняты вами во внимание? Ну, они рассматривали, да, мы рассматривали, и это в другой комиссии, Светлана Владимировна, по социальным вопросам. Хорошо. Хорошо, спасибо. Евгений Николаевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. Строительный блок отработал в штатном режиме, блок ЖКХ тоже работает в штатном режиме. Значит, по текущему состоянию, по соцобъектам, на 2 объектах, Вилюйский тракт и Толстого, ведутся работы. Вилюйский тракт 17 человек на объекте ежедневно, Толстого, точнее, Вилюйский тракт 10 человек. По результатам конкурсного отбора был определен подрядчик Сантехстрой. К работам приступил, подписание 24 числа текущего месяца. Сегодня объявляемся по 5 объектам БК-2020. Значит, в штатном режиме идет согласно утвержденному плану графику. Значит, в субботу было проведено совещание у Илдархана Республики по строительству мостового перехода. В результате конкурсного отбора определен концессионер. Значит, и ряд задач, которые ставятся перед муниципалитетом, были актуализированы. Значит, это касаемо земельных участков по Старой Табаге и отводу их, значит, подготовки для реализации проекта. Задачи ясны, я в рабочем порядке уже провел совещание. Ну, а вопросов к обсуждению на планированном совещании не имею. Так, по дорогам у вас дополнительные конкурсы, аукционы состоялись? Сегодня объявляется 5 конкурсов. Сегодня 5? Да, сегодня 5. Хорошо, хорошо. Как только все конкурсные процедуры пройдут, значит, необходимо будет вместе с общественностью опять выходить на встречи с населением, разъяснять, какие работы будут проводиться, чтобы заранее обсудить остановки и прочие все вещи. Потому что в прошлом году начали эту работу. В принципе, неплохо, но в этот раз надо как пошире. Пошире для того, чтобы в конце, когда уже эти остановки встанут, люди не спрашивали, а почему эта остановка здесь, а не там. Потому что есть моменты, когда мы их переносим в соответствии с новыми требованиями правил безопасности дорожного движения, организации, значит, перевозки пассажиров. Ну, как бы людям надо заранее объяснять, чтобы они понимали. Принято. Хорошо, спасибо. Павел Николаевич, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Как уже было сказано, сегодня начинаются отчеты окружной администрации города Якутска перед населением по итогам деятельности в 2020 году. Отчет начинает первый заместитель главы Максим Макарович Трофимов в селе Табага. И далее мы должны будем на этой неделе во всех округах и пригородных селах завершить работу по отчету перед населением. Так, составы рабочих групп, выезжающих на отчеты и графики отчетов все полностью сформулированы и утверждены. Текст отчетов в полном и сокращенном варианте вам уже всем направлен.
Это первое. Второе, у нас на этой неделе, 24 января, в 6:30 вечера проводится торжественная церемония вручения наград победителям общественной премии «Якутянин года» 2020, город Якутск. Хотя мероприятие и является общественной, то есть это общественная инициатива, но окружная администрация оказывает инициаторам всемирную поддержку и помощь. Соответственно, я прошу все структурные подразделения и муниципальные наши учреждения принять на данном мероприятии активное участие. Так, и последнее у меня сообщение для внимания руководителей обособленных структурных подразделений и муниципальных учреждений города. У нас поступил срочный запрос из прокуратуры. Ну, это стандартный запрос, просто сроки очень сжатые. Мы сегодня должны будем дать ответ об имеющейся или отсутствующей задолженности по заработной плате за прошлый год, то есть по состоянию на конец 2019 года. Поручение вам уже направлено по делу. Вы должны будете до обеда сегодня представить сведения по своим структурным подразделениям и учреждениям, направить в Департамент экономики для свода. Так, у меня все. Спасибо, Максим Макарович. Доброе утро, коллеги. Значит, на прошлой неделе в связи с аварией на подстанции Южная был введен режим повышенной готовности по территории города Якутска с 14:00 15 января. В связи с ликвидацией последствий аварии мы рассмотрели вопрос, но режим повышенной готовности мы не снимали. Как оказалось, не зря. В выходные дни работали по тушению свалки. Хотел бы отметить достаточно организованную работу со стороны СГХ «Жилкомсервиса» и Якутдорстрой и ОГУ-ЧС. Последствия ликвидированы, поэтому я предлагаю режим повышенной готовности сегодняшнего дня снять. Проводили ФХД по ПТСК Багараху. Отмечены позитивные изменения Багарахи и стабильная ситуация по ПТСК. Ну, рекомендации определенные даны, сложности есть, конечно. Принимал участие в ФХД Сахатранснефтегаза. Отмечено один из вопросов со стороны руководства Сахатранснефтегаза – это занижение объемов потребления газа со стороны ГРЭС-2 в связи с отсутствием понимания по перетокам на федеральный оптовый рынок энергетических мощностей. Занижение около 500 миллионов рублей, поэтому считаю, что к этому вопросу надо подключиться и походатайствовать о том, чтобы ГРЭС-2 все-таки уточнила объем перетоков. Принимал участие на совещании в прокуратуре по предоставлению жилья по многодетным семьям, то есть по детям-сиротам и по снесенным объектам, снесенным жилым домам. Ситуация доложена, принята с пониманием. Так, и встречались со Сбербанком, проводили совещание по организации платежей, организации прозрачных потоков через систему ЕПК, Якутскую платежную компанию, по прочим доходам социальных учреждений. В этом направлении будем двигаться. У меня все. Спасибо. Пожалуйста, Альберт Николаевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. На прошлой неделе мне выпала честь присутствовать на оглашении ежегодного послания президента Российской Федерации в Федеральном собрании Российской Федерации. Нашу делегацию возглавлял глава республики Арсений Сергеевич Николаев. Обращение главы государства войдет в историю как самое социально ориентированное за все время существования этого формата. В своем послании Владимир Владимирович определил основные направления внутренней и внешней политики страны, а также ключевые проблемы и механизмы их решения. Послание президента затрагивает интересы каждого жителя страны и отражает запросы людей. Это беспрецедентная поддержка семей с детьми, доступность медицины, образования, необходимость принятия мер по улучшению демографической ситуации в стране и повышению доходов населения.
К примеру, президент предложил повысить роль губернаторов в федеральной повестке, расширить финансовую поддержку регионов, а также закрепить в Конституции России, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Он отметил, что при реализации национальных проектов требуется качественное управление и прямой диалог с гражданами. Важным моментом в послании считаю то, что полномочия и реальные возможности органов местного самоуправления должны будут расширены и укреплены, что позволит еще больше внимания уделять проблемам, существующим на уровне муниципалитетов. Сохранение и примножение населения страны невозможно без поддержки семей, материнства и детства. Как сказал Владимир Владимирович, в России нужно создавать стройную, масштабную, системную программу поддержки семьи. Материнский капитал будет ежегодно индексироваться, и на него смогут рассчитывать семьи, в которых родился первенец. Выплата за второго ребенка вырастет до 616 тысяч рублей, за третьего ребенка семьи могут рассчитывать на погашение со стороны государства ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей. Будут выдаваться новые пособия, бесплатное питание младшим школьникам, помощь в погашении ипотеки и, что немаловажно, большое внимание нравственному воспитанию, что особенно актуально для нашей страны. К примеру, сейчас за классное руководство учителя в Якутии получают всего 500-700 рублей. Теперь эта сумма будет составлять не менее 5000 рублей. Среди новых мер поддержки, предложенных президентом, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, включительно для семей, чьи доходы не превышают прожиточный минимум. Вот такие моменты хотел бы отметить из послания президента страны. Возвращаясь к нашей работе, хотелось бы напомнить, что 13-я очередная сессия Якутской городской думы состоится в среду 29 января в 10 часов в Большом зале. Во вторник, 21 января в 11:00 в 303-м кабинете состоится заседание постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре. В 14:15 в 33-м кабинете пройдет заседание постоянной комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям. В среду, 22 января в 11:00 в 303-м кабинете заседание постоянной комиссии по местному управлению, законности и регламенту. В 14:15 в 303-м кабинете пройдет заседание комиссии по городскому хозяйству и экологии. В четверг, 23 января в 11:00 в 303-м кабинете заседание постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. И в 14:15 в 303-м кабинете пройдет заседание постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям. Кроме мероприятий Якутской городской думы, в планах у депутатов участие в отчетах окружной администрации на местах. Также хочу сообщить, что получил приглашение на участие в заседании Совета по местному самоуправлению при президенте Российской Федерации, которое состоится в конце этого месяца. На заседании Совета планируется рассмотреть вопрос о роли местного самоуправления в реализации национальных проектов. Буду признателен, если есть предложения по данной повестке, прошу направлять в мой адрес. Спасибо за внимание. Всем удачной рабочей недели. Так, спасибо, Альберт Никандрович. Уважаемые коллеги, значит, мы на этой неделе, буквально сегодня уже, начинаем отчеты перед населением. Просьба всех руководителей структурных подразделений, значит, на отчетах быть. Подготовьтесь как следует, поднимите те вопросы, которые были заданы населением в прошлые периоды, не только в прошлом году, но и в позапрошлом году. Посмотрите, что нами проделано, чтобы все ответы у вас были готовы. Значит, мы с вами говорим еще раз о том, что, значит, управление образования совместно с правовым департаментом, пожалуйста, на этой неделе завершите работу над исковыми заявлениями в части индексации, значит, нормативов подушевого финансирования, то, о чем мы говорили, и в школах, и в детских садиках, на летний отдых и оздоровление детей, а также на дополнительное образование. Мы с вами говорили о том, что мы должны на этой неделе сформировать, закончить уже исковое заявление в части компенсации городу Якутску выпадающих доходов, возникших в связи с, значит, облегчением налогового бремени предпринимателям, применяющим, значит, упрощенную систему налогообложения.
а это также выпадающие доходы города Якутска, которые нам необходимо с вами добиться компенсации. Мы говорили о том, что значит, нам необходимо сформировать на этой неделе, также завершить исковые заявления в части значит, перечисления из вышестоящего республиканского бюджета заработной платы прочих работников детских садов. Это тоже более 300 миллионов рублей. Поэтому правовой департамент со всеми значит, подразделениями, которые в этом задействованы, отработайте на этой неделе все эти исковые заявления необходимо подать. Значит, 29 января, как сказал Альберт Никандрович, сессия Якутской городской думы, просьба принимать участие во всех постоянных комиссиях депутатских. Работу с безнадзорными животными, несмотря на отсутствие правового регулирования, мы должны продолжить. Вы видите, есть по отдельным округам до 11 невыполненных заявок. Уборку снега усилить, потому что осадки были, значит, осадки еще будут. И просьба главам территориальных органов управления, пригородных администраций усилить по работу с частным сектором. Вы помните, в прошлом году, значит, было недопонимание со стороны жителей индивидуального жилого сектора в части вывоза снега. Они почему-то считают, что их снег с их дворов мы должны с вами вывозить, поэтому разъяснительную работу продолжать, иначе они опять все вывезут со своих частных дворов, оставят на улицах, значит, все это там останется, значит, таять, и потом эти улицы, ну, весной, как обычно, начнется грязь, тонуть, и, в общем, это все войдет опять в цикл. Обращаю внимание, что мы с вами уже, значит, январь практически скоро, на этой неделе он войдет в завершающую стадию, поэтому все закупочные процедуры, все конкурсные процедуры, которые должны пройти, значит, быстрее объявляйте, чтобы нам с вами и в части того, чтобы не прохлопать строительный сезон. Кассовые планы всем исполнять, значит, кассовые планы держите, вы знаете, какая проблема есть, когда мы не исполняем кассовый план. Все контрольные мероприятия, напоминаю, все контрольные поручения до 1 февраля снять. И вообще я прихожу к выводу, что нам надо систему контроля менять, она у нас немножко устаревшая. Видимо, надо идти по блокам все-таки, по вопросам, синхронизировать их с нацпроектами, потому что у нас сейчас контрольные поручения есть разного объема, есть очень большие, есть очень маленькие, есть неисполнимые в принципе в ближайшие 3-4 года. Они также так периодически попадают в просрочку, поэтому систему контроля надо поменять все-таки. Я думаю, что она немножко отстала. Ну и еще раз, отчеты перед населением – это самое важное мероприятие нашего года. Поэтому просьба подготовиться как следует, оповещение населения сделать полное, чтобы как можно больше людей, заинтересованных в том, чтобы задать вопросы и поставить вам оценки, могли присутствовать. Если на отчете перед населением будет сидеть 10-15 человек, то считайте, что ваш отчет не принят. Это должно быть широкое оповещение, поэтому, пожалуйста, над этим работать. Спасибо большое, удачной недели.